Хош усилием домой. Хош усилием домой. Лучше, наверное, ночью делать, чтобы... А? Ты что, туди? У тебя вот это? Привет из Воронежа. Все-таки кто-то меня видит уже. Здравствуйте. Спасибо, я тоже рада вас видеть. Так, у меня пробный эфир, я не знаю, девочки, не умею пользоваться даже, если честно, еще. Просто решила попробовать. Меня нормально слышно, видно, что там. Всем привет! Сегодня мы приготовим гигантский M&M's. Гигантский M&M's. Гигантский M&M's. Гигантский M&M's. Так, Адам вот это сюда. Так, как будто там рядышком. Ассаламу алейкум, Малика. Связь подводит. Здравствуйте, Оксана. Мне тоже очень приятно. Так, у меня первый раз сегодня, я не знаю, друзья, просто вышла посмотреть, что там будет. Приехал внук, чтобы меня научить пользоваться этим ноутбуком. Добрый день, регистратор 95. Спасибо. Добрый день. Да, как у вас погода? Дожди прошли, спрашивают. Да, сегодня хорошая погода была. Я была на свадьбе. Солнечно, хорошо. Потом мы переживали, что сегодня будет сильный дождь. Тоже вчера целый день лил. Сегодня хорошо, солнечно, прям хорошо. Беркова, спасибо. На ингушском пожелает мне... Малика, ставим лайки, друзья. Такой хорошей женщине. Спасибо, Малика. Таишка, тут у меня внучка бегает. Только где-то час, около часа, как пришли со свадьбы, уставшие. Здравствуйте. Что делает? В смысле? Зависает? Ничего. А у вас как? У нас как чуть-чуть зависает внук. Это внук меня сегодня учит, просто решила, пока он не уехал, чтобы он меня что-то как-то научил. Спасибо. Рад вас видеть. Спасибо.
Девочки, я никогда этого не делала, вы меня как-то не строго судите, помогите мне немножечко. Привет с Алтая, Тамара Никифоровна, наверное, да? Или Никифор, написано Никифор. Добрый день. Так, очень познавательный, интересный канал, спасибо. Оксана Гребешкова, молодец, внук тебе молодец. Смотри, 10 человек у нас. Так. Угу. Чечня, Deutschland, да, далеко? Что, Михаил Дерегдял, спасибо большое. Добрый день вам тоже. Так, Адам Волова, расскажите нам, как день проходит. Ой, ну день прошел на свадьбе, мы только что приехали со свадьбы, устали. Конечно, было очень много гостей, мы не думали, что так много их будет. Так, Любовь Масленникова, да? Расскажите, пожалуйста, если можно, про интересные обычаи на свадьбе. Оксана Гребешкова, мне тоже приходится обучать своих мамочек. Обучайте. А то я начинаю нервничать, когда они мне объясняют что-то, если честно. Ну, свадьба как? Вот у нас выходила сегодня дочь замужем. Ну, как вам сказать, выходила замуж, не женился, а выходила замуж. Например, вот мне сегодня писали, что вроде бы у чеченцев и ингушей считали, что одинаковые обычаи. Нет, у нас обычаи чуть-чуть отличаются. Потому что у чеченцев, когда выходит девушка замуж, с ней одна девушка, ну, еще с ней, просто идет с ней еще одна. Забирают еще одну девушку, просто ну, двоюродную сестру, там, племянницу, родственницу. Она целый день там бывает на свадьбе, и вечером ее обратно привозят, ну, уже с подарками обратно. А у нас нет, у нас своим душей только одна вот невеста, только одну невесту не забирают, больше с ней никто не едет. Приходят сватают ее в этот, ну, если она не засватанная заранее, то в этот день сватовство происходит. Старики отдельно ее сватают, там происходит это все. А если уже чуть раньше, обычно бывают, некоторые чуть раньше сватаны. Например, наша была уже засватанная раньше. И сегодня просто приехали старики, они там во дворе, даже в дом не заходят старики, сидят, пока вот это все у нас там происходит. Заходит девушка, которая... Но я снимала и еще не выложила, просто не успела смонтировать. Заходит девушка, которая невесте приносит платочек и монету от жениха. Эту монету и платок она ложит ей в сумочку, которая у невесты, и в подол платья втыкается игла. Вот я точно не знаю обозначения этого обряда, но я прочту и вам потом как-нибудь скажу. Вот на ингушском знаю, как-то сделать перевод, я еще не готова к этому. Надо было подготовиться, если честно. А потом со стороны тоже жениха заходит парень, берет за руку эту невесту и выводит, они садят невесту в машину, и они вот уезжают. Так, вы меня извините, просто у меня азан звучит, пока я не буду разговаривать, просто буду читать дальше.
Минуточку, друзья, просто азан отзвучит, я отвечу на ваш вопрос. Чуть-чуть поговорим, да, потом намаз, придется все-таки на намаз. Так, ну все. Значит, давно не была на свадьбе. Мадам Вова, расскажите нам про вашу работу в кафе. Сейчас расскажу. Любовь Масленникова, да, у всех народов все традиции и обычаи, о том, что вы рассказывали, не слышала. Так, Гребенщикова, да, очень тяжело девушке сразу раз и пока еще малоизвестную семью. И опять индушка. Лева Салмашева, приятно видеть тебя. Диария Салсахов, мне тоже приятно, что вы вышли на связь. Так, друзья, вы меня извините, если я иногда буду разговаривать все-таки на индушском, у меня не подписчики индуши, но я все-таки постараюсь сделать и перевод. Так, значит, ну расскажите про кафе. Ну давайте расскажу про работу на кафе. Кафе, вернее. Так, 3 года тому назад я устроилась на работу в кафе, хотя это было очень спонтанно, конечно, потому что я как-то еще как-то говорила, может быть, вы смотрели, может, нет, у нас в течение обстоятельств образовался большой долг, мы оказались для нас в очень затруднительном положении в долговой яме, и как-то пришлось все-таки что-то делать. На тот момент я не работала, мальчики наши, мои работали, а я так, вот как сейчас, была домохозяйка, вела хозяйство, были куры, гуси, все, что было, и скотина была. Но и раз в один момент спонтанно, как будто бы, не знаю, с земли что-то упало на нас, мы оказались должны. И в этот момент уже нам пришлось продать свою скотину, кур, все, что было. Как раз был разгар лета, конечно, был. Это лето мы еще 2-3 месяца я еще дома довела, до ума, там огурцы, все такое. А к осени уже ничего не было. Я все-таки решила выйти куда-то на работу. И как-то сидя... Девочке сказала, может, я на это самое, дочке, ну, дочка была замужем, младшая, ранее, может, мне все-таки устроиться на работу куда-нибудь в кафе посудомойщицей. И она мне говорит, мама, а почему посудомойщицей, давай все-таки поваром. Я говорю, нет, поваром я не смогу. Но она все равно, скрыв от меня, дала объявление, что, ну, что мне нужна работа поваром. Ну, и там начали ко мне поступать предложения, но все-таки я не рискнула, побоялась пойти на повара. И все-таки по одному объявлению пошла на работу посудомойщицей. Придя на работу, они мне сказали, что посудомойщица у них есть, не знаю, вот так все это сложилось, что давай ты немножко поработаешь помощницей повара, а там посмотрим. Дня 2 поработав помощницей повара, опять-таки такого стечения обстоятельств, мощной повар в кафе сломала палец руки, мне пришлось заменить ее. Пришлось быть. Ну, в принципе, конечно, я все знала, я домохозяйка все-таки 35 лет. Здравствуйте, Лила, рада вас видеть. Здравствуйте, я тоже вам рада, девочки, всем. Месяц-полтора где-то я там поработала в этом кафе, и ну, меня не устроило то, что там немножко, что там происходило. Меня чуть-чуть обидели. Я человек обидчивый, если честно. Это очень плохая моя черта, обижаюсь быстро. Меня там немножко обидели, не по мне там все произошло. И я сразу же в тот же день, что пришла домой, поискала, полистала объявление о работе и нашла одно объявление, тоже нужен был помощник повара, нужен был мучной повар в кафе. Я им позвонила, она мне сказала, что ну, что ты умеешь делать? Я говорю, я в кафе работала только месяц, ну там, знаете, вот там, где я работала мучным поваром, мне нужно было делать только манты. А сюда, в кафе, она сказала, что нужно делать из муки все. И манты, и пельмени, и вареники, и пиццу, и чебуреки, все, что делается из муки, типа я должна знать. Ну, на тот момент единственное, что я не знала и не делала, это была пицца. Я ей сказала, я говорю, пиццу не умею, остальное все умею.
Ну, и она мне сразу, ну, приходи завтра на работу, посмотрим, чему тебя научим. И в действительности, на второй день я туда вышла на работу. И сейчас я прочитаю. И так начала там у них работать, им понравилось, и работала. Несколько раз уходила в течение этого времени. Просто я вышла на работу, чтобы поддержать своих мальчиков, потому что все-таки тогда долг был огромный, для нас тем более. И вот так вот я работала год с лишним, потом ушла с этой работы, устроилась тоже в кафе, в другое кафе. Ну, там поработала буквально месяца два. Они просто у нас, когда бывает ураза, закрывают, в принципе, кафешки, не работают. Так понемножку только работает, а так обычно поваров много не надо бывает. И они нас вот оставили на месяц уразы дома. Вот в этот момент все-таки я человек такой, что сидеть не могу, если честно. Я начала делать заморозки на продажу, полуфабрикаты. И уже почти нормально набрала себе людей через Инстаграм. Были заказы, начинала расширяться. И все-таки меня на прежнюю работу попросили, очень даже попросили, что у них нет повара, что не могут никак найти нормального повара, и хотя бы на какое-то время приди, чтобы на время, пока не найдут повара. Я снова вышла на работу, и выйдя на работу, они все-таки опять убедили меня, попросили меня, чтобы я все-таки осталась. Ну, я опять осталась. Аишка. Моя внучка балуется. Так, короче, вот так вот я работала. Дальше, что еще? Потом снова ушла через год. Аишка, все с меня. И работая там, делала также и полуфабрикаты делала, продавала, и заказы делала, и снова оставалась. Короче, с этой работы я ушла 3 раза возвращалась, но как раз перед вирусом, перед этим карантином я ушла с работы, но тоже опять меня не устроило, немножко не поладила с заведующей, ушла с работы, и буквально за неделю до объявления этого коронавируса открыла сама себе кафе, взяла в аренду кафе, открыла его, начала, ну, за эту неделю быстро не раскрутишься, как в таком месте было, что не очень-то можно было так быстро развернуться, нужно было время, начала вложения делать, и сыновья меня поддержали, ничего, давай работай. Ну и раз, и через буквально 10 дней только поработала. В принципе, никакого дохода, ничего, конечно, я не имела, только расходы. И пришлось остаться дома. Кафе закрыли, я осталась дома. Ну, опять в течение обстоятельств. После карантина мне пришлось, ну, не после карантина, мама была у меня еще и до этого, но после карантина маму одну оставлять не был вариант. И я больше не вышла на работу, и, как видите, остальное, видите, вы все, занимаюсь только хозяйством. Так, Асия Дударова. Лейла, как у вас сейчас? Все нормально? Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. И красавица наша, очень интеллигентная женщина. Удачи, здоровья. Ой, красавица, это не ко мне, конечно. Асия Дударова, давай, автобафу, харьересху. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Сердечный привет из Дербента. Удачи, спасибо. С вами Эмили. Какая вы умница. Работу не боялись, искали, пробовали хозяйство дома. Ну, если честно, это да, работу не боюсь никогда. Я боюсь остаться без чего-то, но не без работы. Лучше я поработаю, но буду иметь просто. И самое главное, мы сейчас затронули эту тему. Мне были написаны комментарии, оказывается, 2-3, даже я не заметила, я же говорю, я немножечко чайник, не всегда успеваю смотреть, где что выскочило в комментарии. Оказывается, она у меня даже, или она, или он, я не знаю, какая-то подписчица, даже 3 комментария было написано, что
вы здоровые женщины, здоровые дети, сидите, плачете, типа такого было. И все время у вас то это дали вам бесплатно, то дали мне бесплатно, вам бесплатно. И еще было один комментарий, мол, в Чечне в 90-х годах много женщин осталось с детьми без мужей, они не плачут, а вы плачете. Так, ну, я плачу не из-за того, что там осталась там без мужа или без ничего, без дохода. Нет, я ни на минуту об этом не плакала, ни одной минуты не сидела, ни я, ни мои дети. Мне не дадут соврать. Мы работали с первого дня, как могли. Извините, просто читать без очков я не могу, мне пришлось одеть очки. Мне не было, в принципе, так обидно, что она написала, я хочу просто объяснить. Мне было бы обидно, если бы я действительно сидела, ждала помощи чего-то. Но мне, знаете, всегда по жизни повезло с людьми, что плохих людей на моей жизни, на моем жизненном пути встречается очень мало. Так. Марика, какая разница, как дали, бесплатно или нет? Дали же, они отобрали. Так, Марина, откуда вы? Я сейчас с Кантышева. Раньше жила в Новом Риданте. Ну, если Ингуши, да не знаю, что это. Так, Адам Гуло. Ужас, как можно такой бред писать? Да? Ну, писали, друзья, действительно писали. Мы не просили никогда. Просто у нас, у ингушей, и у чеченцев тоже. Остальных кавказских я как-то конкретно с ними не сталкивалась, но у мусульман все равно это у всех большая помощь оставшимся детям без родителей там, или без одного родителя, без обоих родителей. Не обязательно там мама, папа им помогают. Это просто даже по религии. И мне помогали и в первое время, когда были дети маленькие. Вы, говорит, здоровая женщина. Но на тот момент, когда у меня умер муж, я не была здоровой женщиной, если честно. И дети мои были маленькие. Моей старшей дочери тогда было 17 только, второму было 15. Чтобы пойти и зарабатывать, в принципе, они еще не могли, но мы это делали, мы зарабатывали. Мы работали в полях, на полях мои дети. Мои дети вообще не видели детства, если честно. Я сейчас, вот уже по истечении времени, если так по большому счету сказать, я жалею, что настолько напрягала своих детей. Они действительно не видели детства. Постоянно работали. С одной стороны так, а с другой стороны, мне кажется, вот иногда вот очень много же сейчас, которые колятся, нюхают, что только не делают. Но мои дети были постоянно, мои мальчики, особенно, ну, и мальчики, и девочки были в работе, что они не успевали ничем этим плохим заниматься. И мне кажется, с одной стороны, что неплохо я их так вот запрягла в работу. Но с другой стороны, опять мне кажется, может быть, я все-таки была слишком строгая, что не разрешала. Ну, не то, что не разрешала. Они не просились никуда. На работу, с работы, дома, и все. 5 минут, чтобы мои мальчики... Я не знала, где мои мальчики. В течение 5 минут и такого не было. Так. Ася Дударова. Никто не знает, что с нами, что нас настигнет, что этот человек делал, если у него тоже была такая же история, как у вас. Ася Тимушка. Таких людей, которые любят осудить, везде найдутся. Лева, не заморачивайся и не оправдывайся. Я не оправдываюсь, если честно. Малика, согласна с Ася Дударова. Если она не понимает вас, не надо писать такие комментарии. В каком селе и городе вы живете? Я живу в Кантышево, село такое Кантышево. Да, я пришла со свадьбы, видео будет. Так, Алик Костуев, ассалам алейкум, алейкум ассалам. Ну, просто в действительности раньше помогали, когда были маленькие дети, потому что маленькие дети я осталась без мужа. А сейчас помогают мне, которые помогают, это мои близкие друзья, мои родственники. Мы работали вместе на полях, арендаторы, потому что 5, 6, 7 лет работать вместе бок о бок. Они просто меня знают и мне помогают, действительно. И родственники мне помогают. И когда вот у меня образовался этот долг, мне очень сильно помогли мои родственники. Какую-то сумму собрали, потому что некоторые долги нам нужно было отдать прямо моментально. Вот, как будто бы нож в горло приставили, вот нет, и все, вот в течение 2-3 дней надо было собрать энную сумму и отдать. На тот момент мы продали всю живность,
Единственное, я сохранила корову, мы и корову собирались продать. Ну, корову сохранила, а мелкий скот, птицу, золото, все, что у меня было, все, что можно было быстро продать и отдать. Один долг был, который сильно, ну, долг, деньги, которые надо было отдать, мы их отдали, и мои родственники мне помогли в этом. И опять, неужели это тоже нельзя говорить? Например, я не могу не сказать, что мне помогали. Как это не сказать? Ну, может быть, я не назову людей, которые мне помогали, потому что они не хотят этого. Но, тем не менее, мне по жизни действительно очень много людей помогает, и я им благодарна. Но я никогда не ждала, что мне помогут. Алхамдулилlah, спасибо всем, что мне помогли. Алхамдулилlah, Аллаху, что Он может позволить мне работать. Мы действительно через многое прошли, но мы не сломались, если честно, ни мои дети, ни мы, ни я. Конечно, это было страшно, это было не по себе, не дай Аллах никому, ни этого, ни того, но раз Он мне посылает эти испытания, значит, они должны быть. Значит, я должна пройти через испытания, я готова к ним. И мне кажется, Аллах не даст таких испытаний, которые я не выдержу, значит, я выдержу. Пока я выдерживаю, пока я могу, я выдержу, пока, а там уже посмотрим. Так. Это огурцы остались у вас. Но пока вот еще один сбор должен быть, не знаю, посмотрим, сколько там будет, просто они очень сохнут. Погода такая, что ночью холодно, а днем тепло, перепады эти очень, очень мешают. Пока еще немножко есть. Ну, за один раз могут там килограмм 15-20 собрать. Питание к каналу. Мои нямпы ингуши люблю вас. Спасибо. Если нямпы ингуши, значит все чеченка получается, да? У меня двоюродная сестра за чеченца замужем. Она очень хорошая. Я ее даже, если честно, люблю ее больше, чем свою сестру родную. Так, Аюб Картоев, где вы живете? Хоть бы не обиделась, моя сестра хорошо, она не смотрит. А то она обидится. Где вы живете? В Картышево. Вот так вот, друзья, так, 20 человек с нами, да? Было бы хорошо, если бы я вас видела. Просто в действительности я вот, знаете, раньше же этого не было, а сейчас в инстаграмах вот я смотрю, благотворительные фонды в Ингушетии создаются, и в Чечне тоже. Помогают детям-сиротам, помогают больным детям, помогают людям, которые после пожара без дома остались. Или просто не то, что после пожара, если они живут в плохих условиях, в вагончиках, не могут себе построить, даже у них есть и мать, и отец, даже им помогают. У всех уже разные судьбы. Кто может помочь, они помогают безвозмездно, не говоря, даже не хотят говорить, что, чтобы их называли, кто помог. У нас это очень много сейчас, и я этому рада. Почему бы нет, если человек может помочь, почему бы не помочь людям? Я Ингушка была. Если бы у меня была такая возможность помогать людям, я бы с радостью всем помогла, бы без исключения. Мне ничего не жалко ни для кого Аллах нам дает, чтобы мы помогали. Ну, конечно, Мариам Хасиева. Да, это было вас интересно слушать. Спасибо, Диарясхов. Аюб Картоев. А на свадьбе, которую вы ездили, не в Нестеровке была? Нет, в Карабулаке. Свадьба была в Карабулаке. Вот мне хоть и помогают в действительности, но я тоже и стараюсь и помогать, и сарин давать, и садаку давать. Все, что я могу, я тоже делаю. Ну что ж, и теперь что об этом надо осуждать? Она мне даже сказала, что в войну у них умерли мужья, типа они не плачут. Почему они не плачут? Я тоже плачу не о том, что у меня нету, я плачу о том, что у меня умер мой близкий человек, умер отец моих детей. И как, говоря об этом, вспоминая эти ситуации, не плакать. Я не плачу из-за того, что у меня нет что-то. Я не знаю, я не в том плане плакала.
Когда я рассказываю это, когда я говорю об этом, не говоря уже не то, что на экран, я и так плачу, слезы сами по себе текут. Смотря мои ролики, мои дети плакали. Сегодня все мои родственники говорили, что из-за тебя мы все время проплакали весь твой эфир и не могли смотреть даже. Несколько раз пересматривали, чтобы досмотреть до конца. Не знаю. Так. Людмила Будаковская. Привет из Казахстана, Лила. Вы очень обаятельная женщина. Здоровья вам и всех благ. Спасибо большое. Так, быстро, вкусно от Хадижи. Лила, добрый день. Добрый день, Хадижа. Так, да, я Чеченко. Вы войну нас очень тепло приняли, очень нам помогли. Не забуду никогда это время. Назрань, Клива, Слепцов, сестру, как звать? Сестру звать Марем, которая замужем, она Роза. За чеченцев, которая, да, у нас, между прочим, у меня мама тогда жила в Карбулаке еще, как раз когда были беженцы с Чечни, у нее жила Раиса, вот я фамилию, я не знаю, чеченка, такая хорошая женщина была. Она с мамой как будто бы действительно со своей мамой обходила, жила. Мама у нее не брала никакой квартплаты, она просто с ней жила. Это была, она работала, ну, моя сестра тогда стояла на рынке, родная сестра, и эта Раиса стояла с ней на рынке. И она как-то свела ее с мамой, и они жили с мамой. Мама как раз недавно умер, мой муж, мой отец. Мама была одна, и вот эта Раиса с ней жила, эта чеченка, у нее сын был один единственный. И как-то она даже вот окрасила жизнь мамину, потому что маме было одиноко, одна. И эта Раиса приходила, ну, с рынка домой к маме. И с мамой была... Аишка, нельзя. И они очень хорошо жили. По-моему, года 2 или 3 Раиса жила с мамой, если не больше. Я точно не помню, сколько она жила. Такая была женщина хорошая, мы с ней связь потеряли. Я точно не знаю ее фамилии, но я спрошу у сестры, если кто-то будет интересоваться. Может, на связь выйдем с ней. Каждый может стать волонтером любого благотворительного фонда и помогать по мере своих возможностей. Конечно, почему бы и нет? Если у тебя хоть что-то есть помочь, если это будет людям во благо, почему бы не помочь, если ты можешь это сделать? Это же не обязательно, что ты просишь, что ты плачешь. Я действительно не плачу насчет этого. Да. Если ты правильно говоришь, она о муже плачет, не о том, что у нее долги, а именно, что пришлось пережить. Аллах помог, дети повзрослели, скоро все еще лучше будет. Да, Аллах, я надеюсь. Алхамдулиллах, все будет хорошо. Да, теплые были времена, хоть и тяжелые. Да, действительно, как-то вот было интересно с ними, если честно. Действительно, у нас есть много различий с чеченцами, хоть мы и считаемся практически одним народом, но есть различия. У чеченцев намного легче, если честно. И язык намного мягче, вот говор, речь намного мягче. Когда у меня сын порезал руку, перерезал себе пальцы ножом, сухожилие перерезал, и мы поехали в Грозный сделать ему операцию. Тут у нас ее тогда не делали, это еще давно было. И вот, племянники мои, той сестры, которая чеченца, он с ней сидел там рядом, лежал в больнице. И мой сын всегда говорил: ма, какая у них речь такая мягкая, и разговор такой мягкий. У нас намного грубее и разговор, и у нас намного строже все-таки наши обычаи, намного строже. У чеченцев проще. Я всегда говорю, вот были бы у нас такие намного легче чеченцам, у нас слишком много таких вот адатов сложных. Но, с другой стороны, и хорошо это, конечно, я не осуждаю. Я на Волгоград рада, что успела. Но если сейчас научусь, ничего, будем каждый вечер, наверное, встречаться. Если вам понравится со мной. Попозже, конечно, днем не получится. Сейчас сегодня обещали с моей Золовки приехать проведать мою маму. Не знаю, будут или нет, пока дочки мои не уехали, обе дочки здесь. Мне помогли, прибрались, там кушать уже приготовили. Мне очень нравится. Большое спасибо. Ну, спрашивайте что-нибудь, я буду отвечать, а то так я не знаю, что говорить даже.
С долгами мы почти, если честно, расплатились. Ну, но еще есть. Просто долгое время у меня мальчики не могли найти работу. Строительство как-то тут тормознулось, во-первых. Во-вторых, второй сын, который у меня каменщик, он заболел чуть-чуть, просто не мог строить, так вот сказать. Двери открыли, мухи залетели. С моим хозяйством везде мух много. У него началось подниматься давление, и он года 2 не мог работать под солнцем. И поэтому у нас тормознулось все это из-за того, что мальчики не работали. Но сейчас, алхамдулилла, понемножечку, машалла, работа у него налаживается, он уже научился делать внутренние работы, и уже почти полтора года уже в Москве научился ложить плитку, ну, все внутренние работы, короче. И сейчас и второго сына туда позвал к себе брата, тоже вместе они. Так что я надеюсь, мы потихонечку выплатим наши долги. Так. Я на чеченском не очень. Если честно, я даже чеченский не понимаю. Мне приходится разговаривать с чеченцами на русском языке. Если что-то, извините меня, конечно. Так, Адам Вова, посоветуйте хорошие полезные каналы на Ютубе. С дебютом все очень хорошо. Удачи и здоровья вам и семье. Спасибо большое. Вам тоже всем удачи и здоровья всем. Спасибо за все ваши слова, которые вы мне говорите. Аюб Картоев, сыновья не женаты. Нет, не женаты. Кстати, о мухах. Больная тема. В этом году моя, но очень их много в этом году. Тут не знаю, как у вас. Не говорите, вот в прошлом году, в прошлом году у меня просто не было птицы, мне кажется, поэтому. Вот как только у меня появилась птица, мух очень много. Я не могу даже с ними справиться. А вот когда во дворе хотя бы была скотина, столько мух не было. А вот как только появилась птица, мух много. Но я это связала с этим, я не знаю, это связано с тем. Ну, скорее всего, потому что когда птица во дворе, много мух. У меня был сын женат, если честно. Мы хоть и были в долгах, но сделали свадьбу. Правда, я не очень-то хотела ее делать. Хотела сначала расплатиться с долгами. Да и он не очень-то хотел жениться. Но второй сын настоял все-таки, мол, у него уходит время, он уже слишком взрослый. Все-таки тебе помощь нужна, давай мы его женим. Но у него не было своей девушки, он ни с кем не общался. Мы начали искать, как-то, не знаю, сочинение обстоятельств, что, как. Я нашла девочку, которая я с ней была знакома. Мы познакомились друг с другом. Они где-то месяц общались. Если честно, общались только по телефону. Почему-то он предлагал ей несколько раз встретиться, но она что-то не хотела. Вроде бы была хорошая девочка, я не знаю, что случилось. Смотрите, вот прислала 12 этих гусят. И после этого... Так. Это не птица, я в этом году везде много как-то. Ну, может быть. У меня ни птиц, ни скотины, а мухи тоннами летают. Так, ну что, Заева, привет, Лева, рада видеть тебя. Спасибо, я рада тоже читать ваши комментарии. Я была очень рада бы видеть вас всех, если честно. Салам алейкум. Вы сказали, что у чеченцев проще обучить, чем у ингушей. Приведите, пожалуйста, пример. Так, Людмила Гудковская. Узнала вас благодаря конкурсу Хадижи. Очень этому рада. Здоровья вашей мамы, процветания вашему каналу. Спасибо большое. Но про обучение тоже немного расскажу. Я сейчас доскажу про свадьбу сына. Говорит, церковь и жизнь. Здравствуйте. Предлагаю дружить каналами. Заранее спасибо. Хорошо, я посмотрю ваш канал, подпишусь. Так, приведу один пример. Если я приведу один пример, хорошо. И не знаю, пожив... Смеются с меня нашу маму, и тут показывают, и там показывают.
телефоне, видимо, они смотрят меня. Не знаю, почему-то вот девочка вроде бы и хорошая была, я не могу ничего не сказать. А, Она только 2 месяца с нами пожила, почему-то вот они не ладили друг с другом. Но эта девчонка настолько облила всех грязью, я не знаю, оказалось, и я виновата, и мой сын виноват, и что я не могу ничего сказать, я не скажу ничего, ни о ней плохого, ни о чем, но это тоже было какое-то испытание в моей жизни, если честно. Мне даже неудобно говорить, что все время у меня что-то плохое происходит, но, видимо, так суждено было, не знаю. Ровно 2 месяца пожив, они разошлись. Она не захотела жить. Может, он меня не устроил, может, что, я не знаю, но все-таки тоже было большое потрясение для меня и для сына, и для нас всех, что произошло, как мы так и не поняли. Так быстро все произошло, она ушла. Но пока сын уже не хочет жениться. Мы предлагали ему, хоть ладно, пусть будет долги, но жениться. Нет, пока не расплачиваться с долгами, пока я не устроюсь нормально на работу, я больше не женюсь. Так. Был вопрос. Вот. Это зато зятю нельзя видеться с тещей. Да, у нас зять не видится с тещей. Кантышева, это же дают? Да, это дают. Да, у нас такой адат, что зять не видится с тещей. И на свадьбе жениха не бывает у нас. Даже на своей свадьбе его нет. Они сидят отдельно в другом доме. Ну, вот пристала это одна муха ко мне. В отдельном доме. Вообще, сейчас-то еще не так. Раньше, даже в мои вот времена, еще раньше еще строже было. Даже в мои времена, например, ни мои братья, ни мой муж недели 2-3 даже отцу с матерью на глаза не показывались, если честно, после свадьбы. И я, и девушки вот вышли замуж, например, через месяц обычно ведут их обратно, к своим, просто, проверить своих. И тогда было неудобно тоже показаться отцу. Я 3 раза, через 3 месяца только, и то с таким трудом показалось отцу, он сам меня вытащил, чтобы обнять меня, поговорить со мной, просто было неудобно. Сейчас, конечно, этого нет, не придерживается. Может, это и было глупо, но все равно, мне кажется, все-таки такие адаты хорошие, что, по-нашему говорится, сделал это уважение к старшим, уважение к родителям. У нас было. Сейчас немного остается, но не так, как раньше. Так. В детстве моя бабушка разводила в ведре хлорку и разбрызгивала веником во дворе, помогала от мух. Да, я тоже помню, хлорку разбрызгивали, у нас тоже такое было. Что еще рассказать? Спрашивайте. 39. Муха моя в тренде. Так и летает, как ты считаешь? Да, и мне кажется, и 15 лет не надо. Страшно подумать, что с этими адатами станет лет через 15-20. Да и 15 и 20 лет не надо, потому что сейчас очень мало придерживается то, что было раньше. Например, племянники, например, я на своем примере даже скажу, моего отца племянники, сестры, моего отца, сестры, сыновья, они уже были, мой отец был уже пожилой, им было уже под 60, они никогда не садились перед своим дядей. Никогда не садились, они стояли. Вот 3 часа им надо стоять, 2 часа им надо стоять. Они стояли, не садились. Вот сколько им надо там быть, разговор там какой-то, пришли в гости, или отец к ним пошел в гости. Они никогда при нем не садились. Сейчас же этого не делается.
Никогда сноха при свекре не брала своего ребенка на руки. Например, я не брала своего ребенка при свекре на руки. И мой муж никогда тоже, ну тогдашние, не именно мой муж, но он тогда это было в наши времена. Своих детей даже мой муж не брал на руки при матери, при отце, не ласкал, не брал на руки своих детей. Сейчас это уже все забылось, конечно. Может быть, это и глупо как-то выглядит, но не знаю. Но все равно это можно было бы сделать. Например, когда мы видели, ну, я и девушки моего поколения не дадут мне соврать, если заходил старик, родственник, даже не родственник, ну, не родственник, я не могу сказать, но если вот близкий дядя, например, брат моего, дядя моего мужа, если ребенок у меня на руках, я этого ребенка сажала просто на пол при виде его, я не брала его на руки. Ну, вот так вот такие вот у нас были обычаи раньше. Сейчас, конечно, нет, сейчас и детей ласкают, и сажают, и берут, и все, что делается, это. Все говорят, время меняется, время другое, так ведь не время виновато. Нет, не время виновато. Лейла, у вас есть братья, сестра есть, Яна, уже брат. Да, у меня 2 брата и 1 сестра. Я уже 19 лет замужем. Так, постой. Все поменялось, что будет тогда? Не знаю, что будет тогда, действительно все поменялось. Время не виновато. Сейчас вот я даже на примере вот своей снохи могу сказать, вот некоторые вопросы появились. Я позвонила ее матери, она не стала в этом разбираться и сразу начала осуждать. Это раз. Так, Анна Андреевна, из Узбекистана. Здравствуйте. Дело в том, что раньше нас не спрашивали, что там. Если тебя даже вечером подвешивают и утром снимают, то все равно живи, говорилось раньше родителями, матерями. А сейчас мамы учат так, что детей своих, дочек своих, что, ну, если тебе что-то не так, как тебе нравится, то у тебя есть место вернуться. А в наше время не было такого. Мы знали, что нам из какой-то мелочи, из-за какой-то мелочи никогда в жизни не дадут вернуться обратно домой. Например, моя сестра настолько трудно жила, у нее сильно пил муж, он был очень хорошим человеком, я ничего не могу сказать, но он пил, но все равно моя сестра терпела, и никогда в жизни ни мама, ни отец не говорили об этом ничего, и не имели права даже ничего сказать. И на данный момент и я никогда в жизни не скажу, и не лезу в семью своих дочерей, и не советом даже, что им надо, пусть решают сами. Если даже там заболел ребенок или еще что-то, помочь помогу, но чтобы сказать что-то, вот, сделайте так, сделайте это, я не собираюсь, не сделаю. Видите, в нашей семье это сохранилось до сих пор, не брать детей перед свекром на руки. Но в принципе, это нормально. Это уважение к старшему, это уважение к твоему свекру. Таша на семейке, господи, какие суровые законы. Ну, а я поэтому говорю, немножко трудноватые у нас законы, но все-таки, если бы они были легче, мне кажется, люди были бы намного развязнее, хотя и так трудные законы, но тем не менее уже как-то все, уже не контролируется ничего. Все-таки хорошо, когда строго, что мне так кажется, по крайней мере. Строгость нужна. Хотя, конечно, строгость тоже иногда бывает слишком много строгости. Например, я сама выросла в очень строгой семье. Это сильно напрягало. Мне, например, никогда не разрешалось куда-то ходить, ни на дискотеки, это же тогда бывало, не оставаться ни на какие школьные мероприятия. Хотя мои ровесники, мои одноклассники оставались, но вот именно в моей семье это нельзя было делать. Мне надо было идти домой, когда мои одноклассники развлекались. Вот так вот, да. Наверное, сейчас мы уже закроем эфир.
Ну, эта муха пристала. Одна муха во всем доме, и то не дает покоя. А на кухне мы уже, я не знаю, сколько я уже этих и лент понакупала, и дихлофоса понакупала. Кухня там на заднем дворе, там же больше птицы. Так, Олеся, Лейла, моя красавица, дай Бог вам говорила, как кабачковая икра сделать. У вас сколько детей? Вы, пожалуйста, погромче говорите, плохо слышно. Хорошо. Так, Мухтузаева Лейла, какое у вас образование? Слышите грамотная речь? 10 классов образования, больше ничего нет. Икра будет скоро. Я вам скажу рецепт, покажу, сделаю. Есть у меня в плане показать вам ее. Если честно, я просто училась хорошо. До 9 класса была круглой отличницей. После 9 появились несколько четверок. Поступить мне не разрешил мой брат. Но потом, поссорившись, мой отец услышал, что он не разрешает мне поступать, и пошел на принцип, и разрешил мне все-таки, но уже высшее заведение я не успевала. Был уже сентябрь, когда он узнал, что из-за него я не поступила никуда. Мой отец сказал, кто тут хозяин, ты или я, почему она не может поступать? Я поступила, просто уже все было, высшее заведение не могла, тогда этих не было, бюджетных не было. Поступила в училище, но не доучилась, друзья. Вышла замуж. И все, больше я не училась. Просто я читала очень много, если честно, любила читать в свое время. Сейчас, конечно, не так. Любить люблю, но просто не успеваю читать. А так не всегда говорят, что у меня грамотная речь. Я как-то, когда старший мой сын заболел, долго лежала в Москве в больнице, тогда был СССР еще, и меня как-то положили в больницу, что как будто бы я живу в Москве, не приезжая. И мне нельзя было говорить на родном языке. И тогда они мне сказали, везде же во всех регионах свои говоры. У тебя просто книжная речь, ты нас не обманывай, мы знаем, что ты не отсюда. Вот, типа такого. Так, тут у нас микрофона нет нормального, поэтому, наверное, не слышно. А сейчас, если честно, я жалею, что я не поступила после того, как умер мой муж. Друзья, если у вас есть хоть какая-то возможность, и время еще позволяет, учитесь. Вот сейчас я об этом жалею, очень сильно жалею. Мне надо было хоть куда-то поступить, чтобы у меня было образование. А вообще вот в семье, не то что в семье, вот несколько братьев моего мужа, дяди моего мужа и наши, у них как-то практиковалось, что именно девочки не учатся. Даже после 9 класса все основные до этого времени девочек они давали им только 8 классов окончить. Но сейчас они тоже это пересмотрели, сейчас у них и 11 заканчивает, и в высших заведениях учатся, но тогда не разрешалось им тоже учиться. И старшая моя девочка не училась, когда мой муж умер. После 9 тоже ее посадил он ее дома еще при его жизни. Да. Так, Ирина Тольятти, добрый день, Лео. Мне кажется, что хороший закон. Вы правильно сказали, что молодежь хоть как-то сдерживается. Дай Бог вам и вашей семье здоровья, счастья. Спасибо вам тоже того же. Лео, я с Башкирии, башкирка. Если что, простите. До 99 года на работу приезжали моя подружка Алиева. Лиля была, Алиевы семья были. Да, Алиевых много. У нас тут магазин большой Алиевский рядом. Так. Нет, если честно, замуж вышла не по любви, познакомили меня. О чем я рассказывала? Об учебе. И старшая дочь, я же говорила, что вышла слишком рано замуж. Она вышла в 17 лет замуж, мне еще не было 18. А
младшая училась хорошо. Ну, у меня дети все, если честно, учились хорошо. И мой сын сказал, пусть поступает младшая, если она пусть поступает, пока не закончит, замуж не выйдет. Потому что я даже не знала, почему, но он мне объяснил, что я вижу, как моя мать работает на трудных работах. Если бы у нее было образование, то она могла бы работать более на легкой работе и так зарабатывать деньги. И действительно, младшая дочь поступила, закончила университет, и учительница, преподает математику в школе. Вот так вот. Если честно, да, выходила замуж не по любви. Вот такие дела. Так что, друзья, если что, если есть какая-то возможность, и еще возраст позволяет, поступайте и учитесь. Я только об этом говорю своим детям. Вот не могу никак младшего сына. Единственное, вот в действительности я не жалею, с одной стороны, не жалею, что дети у меня были в строгости, потому что вот младший был любимчиком, ему было 2,5 года, когда умер его отец, и мой муж слишком баловал его, и потом мы его баловали, тем более моя мама со мной еще долго жила, она его слишком разбаловала, ему давалось все легко, и он у меня такой баламут. Учился хорошо, знания хорошие, но учиться не хочет. После 10 класса он сидит дома. И мой второй сын ему не разрешает пока никуда поступать. У него вот еще ветер в голове, как только у него, не то что ветер, он мне звонит с Москвы, говорит, у него ураган в голове, так пока этот ураган не пройдет, я ему не дам поступать куда-то. И вот сидит дома. Ну, сейчас он с ним тоже на работе. Ну, может быть, немножко посидит, успокоится, ну, не посидит, поработает. Все-таки учиться ему тоже надо обязательно. Дело в том, что в действительности, когда есть знания, мне очень жалко. Если бы он был тупой, мне бы не было так жалко, что он теряет свое время. Ляна Волгоград, вы очень сильная женщина. Ну, приходится. Поэтому я и говорю, когда вот мне сказали, что я плакала, я не плакала из-за того, что Таня осталась. Или что мне что-то надо делать, или что-то нет, просто я как вспоминаю, что человека нет, что он мог жить, что он был молодой, просто сердце само по себе плачет, если честно. А те, кто остался, все равно, я осталась, другой остался, дети остались. Еще нет такого человека, который умер из-за того, что там у него кто-то из родни умер. Все остаются, живут. Мне оставшихся никогда не жалко. Да, как они живут, это другой вопрос. Конечно, трудно, конечно, сложно, но тем не менее, они живут. А человек ушел из жизни в расцвете сил, вот это было просто обидно. Хотя и нельзя, чтобы это было обидно, это воля Аллаха, но тем не менее. Как родственники относятся к вашему хобби? Вы знаете, очень хорошо. Я не думала, что так отнесутся. Хорошо относятся, никто ничего не осуждает. Все нормально. Так, здравствуйте, Рева. Тихая речь, напрягаясь, слушая, но очень хотелось бы много узнать о вашем укладе жизни. Вы неутомимая труженица. Спасибо. Так, Муртазаева, корова выздоровела. Извините. Да, корова выздоровела в том плане, что от болезни она выздоровела. Но вот этот один сосок, который у нее был сильно раздут, в нем вообще ни капли, 2-3 капли молока я еще могу выцедить. В 3 сосках так, по литру молока пока. А так уже выгоняю и на пастбище, и более-менее она стала приходить в себя, то очень сильно похудела. Ну, хотя бы маме на кашу молоко пока есть, покупать не надо. Там посмотрим. Наверное, скорее всего, мне придется ее убрать к весне. Весной уже после отела. Мне кажется, она стельная. Если бы не стельная, я бы и сейчас ее убрала. Весной пусть отелится, и потом, наверное, уберу и другую корову себе.
Так, Лила, сейчас очень много людей умирают от ковид, запрет на массовые мероприятия везде. А у вас нет запрета? Нет, у нас нет запрета. У нас был запрет, когда был карантин этот. Сейчас нет. Если честно, у меня мама перенесла ковид. 86 лет. Мы даже не знали, что у нее это просто... Когда мы ее обследовали 2 месяца назад, и у нее была одышка, мы думали, у нее сердце, потому что у нее сердце проблемы постоянно. И причем уже ей организм сам даже практически переборол ковид. Просто остаточные явления были. Ее пролечили. Более-менее все нормально. Она приходит в себя. Правда, конечно, еще слабенькая. А вот в такие погоды ей вообще плохо. Вчера была сильная одышка. Вот я приехала оттуда со свадьбы. Я приехала поздно. 10-го помогала там салаты все это делать. И пришла она, говорит, как хорошо, что ты пришла. Ингалятор поставили. Поставила ингалятор. Утром опять в 6 часов мне звонит, но мы в разных домах. Опять, говорит, меня одышка, поставила тоже опять ингалятор. И сегодня оставила сына, с ней сама поехала на свадьбу. Но сейчас, алхамдулилла, уже нормально, дышит она хорошо, ничего, все нормально. Она, таблетки от ковида уже она закончила, но от давления и сердечные принимает. Да, у нас бабушка 96 лет тоже перенесла эту болезнь. Да, просто поражение легкого у нее было 30%, может, поэтому она перенесла это. Сказала, на следующий год молоко полностью восстановится, на игру так же было. Ну, посмотрим, после отела посмотрим. У меня у знакомых умерли один, другие мать, муж, залог. У нас тоже такие случаи были, что в семье 2-3 человека умирали в действительности. Так. Много. Маш. Много же. Да, перекатил, чаще детей, прямые. Чаще делать прямые эфиры. Спасибо. Постараюсь. Теперь постараюсь. Я просто не знала, как их делать, если честно. Просто у нас у девчонок такая группа, в которой мы в конкурсе участвовали. И так они между собой переговорили. Они говорят, тоже нужно делать прямые эфиры. И вот решили тоже начать делать прямые эфиры. А у меня как раз сломался компьютер. Пока дочка привезла ноутбук свой. Пока его не нужен будет делать, но как только она его заберет, я не знаю, что будет. Ей тоже нужно поработать. Не знаю, сколько они будут работать. Мне кажется, все-таки разговоры идут, что месяца 2, наверное, поработают они. Или даже не то, что месяца 2, говорят, в середине сентября опять оставят дома детей. Так, Лейла дал. Это был Хабиария Своберков. Спасибо. Я как раз оттуда. Лян, очень приятно на вас смотреть и слушать. Лян, спасибо. Если честно, я не люблю, я не фотогеничная, поэтому не очень-то не люблю не фотографироваться, не сниматься. Аюб Каши, у вас дочка тоже блогерша. Блогерша, но не Ютубе, Инстаграм. Так, Хриси Джейна Визова. Добрый день, Лила, я ваша новая подписчица. Желаю вам, чтобы с каждым днем росли подписчики. Спасибо вам большое. Спасибо за подписку. Дочка у меня занимается, делает на свадьбу заказы. Мясные заказы, салаты, мясные блюда. И делает полуфабрикаты. Сначала начала я их делать, но потом у меня не получалось все время, тем более с работы. У меня была очень трудная работа, если честно. Я ей передала ей, и она начала этим заниматься. Так иногда делаю я заказы сейчас, так своим постоянным клиентам. И когда у нее слишком большой заказ, она не успевает, тоже делаю заказ. Но пока мама болела, я этого не делала в целях, если честно, того, чтобы я, может, кому-нибудь перезаражу или еще что-то в таком плане не делала ничего. Ну, а теперь вообще, в принципе, не успеваю пока делать. Так, если
сильно попросят, некоторые заказы делаю. Вот так вот, друзья. Так, я вам там не надоела? Просто девочки, я поэтому сижу, они все там сделали у меня. Если приедут золотки, то и еда у нас готова, все сделали. Так, Лейла, а брат не обижается, что мама с вами? К сожалению, брат не обижается. Мама не только со мной, мама еще у меня жила. Сколько, 12 лет со мной жила после смерти моего мужа. Она со мной, она даже, когда я заболела, у меня была из-за того, что я больна. А потом после смерти мужа, потому что со мной осталась, 12 лет жила со мной. Потом уехала все-таки к сыну, прожила года 3-4 с ним. И в прошлом ноябре она сильно заболела, я ее привезла сюда в больницу, у нас в Кантише хорошая больница. Ну, и я ее, в принципе, каждые полгода положила сюда в больницу, и ей бывало хорошо. Ну, вот в ноябре как положила в больницу, я так поняла, что она не хочет домой ехать, оставила, она прожила, была 8 месяцев со мной, потом все-таки решила после карантина уехала. И буквально через 2 недели опять заболела, я ее привезла. А теперь привезла уже полностью со своими вещами. А там у них нет женщины, ну, там сложная ситуация, короче, не буду об этом говорить. Теперь мама со мной. Я с удовольствием смотрю вас, учусь у вас, сравниваю ваш опыт с моим. Очень интересно. Нравятся женщины, у которых можно чему-нибудь научиться. Успехов вам. Спасибо. Да чему у меня там, в принципе, можно научиться? В принципе, у меня тоже, Аюб Картоев, ну, видимо, с чего-то канала пишет эта женщина. А какие сорта огурцов вы сажали? Просто у меня в этом году очень плохо. По идее, у меня тоже очень плохо, потому что семена не голландские, слишком быстро стали болеть. Вообще-то засолочный сорт Феникс Плюс, Феникс 640. Всегда я сажаю. Но вот наши обычные семена, особенно черкесские, они неустойчивы к болезням, хотя местные должны были быть. Но просто я все время сажаю вот эти голландские семена, мне их привозит турок. Но в этом году он тоже заболел, и он не смог привезти. Поэтому пришлось посадить так. У меня вообще с этими огурцами в этом году страшная история. Так. Я пропустила, у кого была свадьба. Но выходила племянница моего мужа замуж. Шагиха мама жива, да. Мама мне очень помогала, если честно, очень много. У меня мама тоже трудяга. Не тоже трудяга, а мама трудяга, а я тоже, как она, трудяга, если честно. Просто когда мама наша ехала к дочке, то брат через пару дней ехал, забирал ее, а мы все смеялись, что сноха не очень рада будет. Ну, вы знаете наши шутки насчет этого. Да, да, я знаю. Просто там нет снохи, поэтому мой брат не живет с женой. Там такая ситуация. Так, Лейла, Маша, очень рада тебя видеть. Хайор, Маш, мне тоже очень приятно, что вы подключились все 40 человек со мной в эфире. Так, ну, спрашивайте еще, что там, что вы хотите узнать обо мне. Так, вот, друзья. Так, София Ротарова. Лейла, трудяга. Дай Аллах вам здоровья и долгих лет. Спасибо. Огурцы у всех плохие. Да, в принципе, много жалуются. Это просто имя моего младшего сыночка. Ну, понятно. Так, извините, если не тактичные вопросы. Ничего страшного. Так, Медина. Дина. Гиберкетидель. Амахвиха. Нет, Шалала и я индушка. Но близкие мы, получается. Спрашивает, чеченка я. Индушка. Весной у меня свадьба была у племянника, ну, вот сестра, которая за чеченца замуж. У них интересные свадьбы бывают. У них вообще, знаете как,
у нас так не бывает, вот различия наши тоже. Когда женится, например, парень, то со стороны родственники парня, любые взрослые женщины, молодые женщины, и могут поехать за невестой, зайти в дом, побывать там, посмотреть, что у нас этого нет. За невестой едут только парни на машинах, старики, которые будут заходить туда, и единственный вот парень, который держит за руку невесту, и девушка, которая вот несет этот платок с монетой и иголку, которую прикалывает. Все. А замужние женщины, взрослые женщины и бывшие замужем вообще не могут ехать за невестой. Вот эти различия у нас, если честно, между чеченцами и ингушами. Мархе Тухманова, Дадикхил, здравствуйте. Я просто перевожу. Да, я смотрю вас из Приморского края, очень приятно. Медина Дина, да, это было приятно, буду смотреть. Спасибо. Сахал, я резал. Я не знала, что у вас эфир. Если села, взяла телефон, оказывается, вы в эфире. Очень приятно, спасибо. Да я сама не знала, если честно, друзья, что я буду в эфире. Просто дочка с внуком еще вчера приехали, но вчера я целый день. Я думала, просто поеду к заловке своей с дочкой, побуду там несколько часов и приеду домой. Но так получилось, что мне пришлось задержаться допоздна, готовить салаты, помогать там. И внук меня не научил, не получилось научиться. Я приехала где-то 9:30 вечера только, пока здесь управилась, пока то все уже просто не успела. Что вы с этой девочкой там делаете? И сегодня сразу же с утра мы поехали на свадьбу, вот приехала, и они думали еще сегодня на ночевку останутся, но им не разрешают остаться, зовут домой, и поэтому у меня, говорит, мой внук меня мамой тоже называет. Мама говорит, давай, пока я не уехала, я научу тебя как и что. И вот так вот мы спонтанно вышли в эфир, просто посмотреть, получится или нет. Я даже не готовилась, а вот как дома ходила, так и все. Я говорю, дай мне хотя бы нормальный платок привязать. Так, Надежда Васильевна, привет из Курска. Приятно вас слушать, здоровья вам. Спасибо вам, спасибо большое. Мне тоже приятно, что вы вышли в эфир, что вам интересно со мной. Ирина Ким, Лила, привет. Лила, привет. Ирина Ким, с Астрахани. Добрый вечер уже получается. Так, Марфа Трухманова, вы большая дружница, да, это будет. Я резал. Если честно, я вот не сказать, что вот расхваливать себя. Я не могу без работы, я действительно не могу. У меня, как говорится, опять получается, что я жалуюсь, но я не жалуюсь, но просто говорю, у меня есть та болезнь, которую я рассказывала, что у меня когда-то была, она, говорила, прошла. Ну, прошла сказать нельзя, но будем говорить, что она прошла. Я надеюсь, что она прошла. Просто такая болезнь, что бывает ремиссия, она может в любое время выскочить. Но кроме этой болезни у меня оказалось еще много чего. И бывают моменты, что я не могу вставать, не могу ходить сейчас, если честно. И это время для меня очень тягостно. Иногда вот когда я сильно устаю, мне кажется, вот полежать бы хотя бы, можно было бы хотя бы час вот полежать в обед, отдохнуть. Бывают у меня такие моменты. А потом, когда вот я уже лежу, когда мне плохо, когда лежу, думаю, как бы я встала, вот то сделала бы, это бы сделала. Не могу сидеть, не могу лежать, мне надо обязательно чем-то заниматься. Не знаю, вложено в меня это, что ли. Иногда даже завидую тем людям, которые могут спокойно сидеть. Вот не дано мне этого, не знаю почему. Я и не думаю, что я там восхваляю себя. Действительно, отдыхать тоже надо уметь, я не умею просто. Правильное движение – это жизнь. Да, вот когда вот последнее, в прошлом году я вот заболела, заболела-то я еще раньше, мне сделали операцию. У меня просто, я скажу, раз начала, у меня плохие сонные артерии. Вообще артерии плохие, сосуды плохие. Был сильный изгиб сосудов, было сильно повышалось давление. Мне сделали операцию на сонную артерию, и
Но это все прошло. И в прошлом году мне опять стало плохо. Я еще работала в кафе, мне стало плохо. Пошла к врачу сосудистому. Он мне сделал такое заключение, что эта сонная артерия, в принципе, неоперабельна, она находится где-то далеко, что никто не возьмется вам ее прооперировать. И я начала реветь, если честно. Как раз моя старшая дочь, она меня повела в больницу. Я ушла с работы. А потом, у меня была рекомендация пойти к невропатологу. Я думаю, что мне поможет, чем мне поможет невропатолог, если у меня с сосудами проблемы. Я сама сегодня была на свадьбе в Корпсоходе. Невеста была из Нефтьевской. А как фамилия племянницы мужа? Бадиева. Но племянница мужа в Малгобек вышла замуж. Лила, такой вопрос. Ингушки и чеченки, в чем разница? В принципе, небольшая разница. Так, небольшая разница в разговорной речи, небольшая разница в обычаях. Но не очень большие отличия, но отличия есть. Например, я не понимаю чеченский язык. Понимаю, но не все. Мне бывает легче изъясняться на русском. И чтобы мне русский говорили. И я к чему? Мне сказали это, но все-таки она настояла, нашла какого-то невропатолога. Я к ней пошла на прием. Она меня так успокоила. Вы знаете, врачи тоже разные. Когда тебя врач успокаивает и делает такой, как вам сказать, благоприятный прогноз, что я думала действительно все, у меня все. Мне сказали, что у меня не то, что просто изгиб сонной артерии, а петлеобразный изгиб сонной артерии, что он где-то находится, что не добраться к нему, что если эта петля перевяжется, что я, в принципе, в любой момент, и так ты не знаешь, когда умрешь. Но все равно я долго ревела, конечно, не из-за того, что я умру, а из-за того, что все не закончено, что дети не обустроены, много чего. Все-таки этот врач меня обнадежила. Большое ей спасибо. Она русская сама. Она приезжала к нам с Владикавказа, она приезжала, но сейчас она в Москве практикует. Она мне выписала лечение, сказала, ничего страшного, просто будешь принимать таблетки и будешь полгода один раз обязательно будешь проводить уколы, и все будет хорошо. И я же с работы тогда как раз ушла. Говорю, ни в коем случае не уходи с работы, ни в коем случае не закрой. Я к тому веду, что не сиди дома, иди работай, ничего страшного, что даже устаешь. Если ты сейчас сядешь, ты будешь все время думать о своей болезни, ты будешь плакать, ты будешь об этом думать, и наоборот, болезнь будет прогрессировать. И в действительности мне стало лучше, я вышла снова на работу, как раз они не нашли повара мне замену. Стала принимать таблетки, стала делать уколы. Конечно, таблеток очень много, 9 таблеток в день. Их по полгода один раз приходится кучу уколов делать. Но ничего, по крайней мере, я, как видите, нормальная. Так, сколько врачам вам столько трудностей. Кроме этого, сколько работы у вас. Вы знаете, я просто хотела заработать, если честно. Понятно, значит, не она. В смысле, что кто не она? Пустила, по-моему, вопрос. Так. Зира легко и просто. Лила, как дела? Нормально. Так, София. Так, я еще не очень-то умею пользоваться этим всем. Извините, я посмотрю, я что-то пропустила. Так,
на вас смотреть, слушайте, приятно, спасибо. Мне очень приятно, что вам приятно, если честно. Если это Илюшка, я на чеченском свободно могу говорить. У нас на работе чеченцев много было, и я у них научилась. Мне даже порой говорят, что я чеченка, но я чистая Илюшка. Нет, я не знаю, у меня не получается. Я не понимаю. Ну, есть, знаете как, у чеченцев тоже есть, по-моему, они делятся на 3 разговорные говоры, ну, типа говоров у них. Вот одних менее понятно, они более ближе говорят к ингушскому языку, их понятно. Ну вот чистокровных чеченцев, вот чистых этих чеченцев, мне непонятно бывает. Я прошу, чтобы они не говорили на русском, и, по идее, и сама с ними на русском общаюсь. Я училась с ингушами Мальсаговой, Ильиевой, Ильяновой, Тангиевой. Ну да. Я замужем за Ильиевых, получается, и Мальсаговой, Ильяновой. У нас есть такие Шахида в будни в Эмиратах. Ассаламу алейкум, Лева. Алейкум ассалам, Шахида. Как у тебя дела? Так, this Женя Визова. Сама чеченка, я тоже не все понимаю на ингушском. А так мы в Айнаке один народ. Да, у нас практически все одинаково. Чуть-чуть небольшие различия в действительности и в речи, и в обычаях. А так одно и то же. Практически одни адаты, практически одно. Я сделал уважение, все это у нас одинаково. Фатима Магата, салам алейкум, Бела. Мухьяха. Ну вот это я поняла. Алейкум ассалам, нормально. Вот видите, тут написано Мухьяха. Как ты? А у нас бы на ингушском сказали Миштиха. Вот видите разница какая? Она говорит Мухьяха, а я, вот ингушская, я скажу Миштиха. Вот такие разницы у нас. Ну, наверное, знаете, как вот, ну, примерно как русские и украинцы, наверное. Вот типа такого у нас разговор. Так, Зульфия Барахоева. Ваймаршаха дядь Селила. Так, Зульфия, мы с тобой родственницы, ты в дядьте говоришь, или просто потому, что я человек возраста? Мне просто интересно, может, мы родственники? Так, Галя, ты, Лейла, моя дорогая, салам, удачи вам в проведении стрима и больше зрителей. Спасибо большое, Галя. Так. Я смотрю, девочки с конкурса поддерживают. Да, мы друг друга поддерживаем, если честно. Мы подружились. Шахида Будни Эмираты, вы просто примерно нам, молодежи, своих успехов и манере подачи. Приятно вас смотреть. Процветания вашему каналу. Спасибо, девочки. Спасибо. Вы мне, в принципе, уже стали за время конкурса родными. Хоть вы и младше меня, я с вами по WhatsApp, мне интересно с вами общаться. Я вам и написала, если я вам не мешаю, то и я буду с вами. А вообще со мной, если честно, не знаю почему, но молодые любят общаться. Просто я пока не успеваю никуда поехать, что-то показать. Просто намечается свадьба моего племянника, моей сестры, сын женится. Вот он женится, сестра уже будет больше свободна, а то у нее тоже дома женщин никого нет. У нее 2 сына, один женат, он живет в Сочи, а второй не женат. И она уже будет чаще приезжать сюда, она может оставаться с мамой, и у меня будет уже больше свободного времени, я могу куда-то поехать. Зульфия Барахоева, ровесница моей мамы, поэтому называю вас дядей. Бахкул Сахал, Бухляхова. Так, Сарган Магомаева. Ассаламу алейкум, Лила. А кто у вас выходил замуж? Я сегодня видео видела, где вы на свадьбу готовились. Ва алейкум ассалам. Выходила замуж племянница моего мужа, моей заловки дочь. Шахида Будни Эмиратах. Вы мне напоминаете мою мамочку. Канал ваш живой пример. Хочется свой огород. Спасибо вам. Вы знаете, вот по жизни у меня есть друзья, которые вот это несколько раз мне говорили, мне хочется тебе помочь, потому что ты похожа на мою маму, но не внешне, а тем, что трудишься. Раньше же все-таки наши родители намного больше трудились нас, чем сейчас мы.
И, по идее, сейчас мало кто так физически напрягает себя. Наверное, с одной стороны, это и хорошо. Не знаю. Так, Асет Ингушка, наверное, потому что ты находишь общий язык со всеми. Ну, наверное, не знаю, может быть. София, я чеченка, во время войны жили с семьей Ингушетии. Я люблю Ингушетию. 3 года нахожусь в Германии. Ну да, тогда чеченцев, конечно, у нас было много, и мы ладили, и все было хорошо. Да, у чеченцев есть горский ламрой диалект, терский диалект, равнинный диалект, орсхой диалект, да, илхуровой диалект. И они могут, например, хлеб называть по-разному. Бепик, да. Да, у нас мяк, а у чеченцев хлеб бепик. Ну вот есть много различий. Ну, конечно, кто много жил рядом с чеченцами, они понимают. Просто у меня не было такого. Хотя у меня двоюродная сестра замужем за чеченцев. Мы крайне редко раньше виделись, просто там на свадьбах или еще как-то. Но в последнее время мы очень с ней, она, хотя намного старше меня, привязались. Она просто очень меня любит, и я ее очень люблю. У нее тоже давно, мужа нет, 15 лет. Короче, на месяц раньше умер ее муж, через месяц умер мой. У нее 6 детей, у меня 5. Мы как-то, не знаю, привязались друг к другу. Кавер. Да, биг кавер. Ой, я даже не знаю, лампочка, тугорчик. Я не слышу этого. Вот это вообще я даже не знаю, как называется чеченца лампочка. У нас вообще как на русском лампочка, по-моему, я даже не знаю, если честно. Сейчас у нас в инстаграмах стали более вот такие слова, которые мы вообще ингуши не применяем, ну, писать, как они, как говорить на ингушском языке, это тоже хорошо, потому что забывается наш язык. Лариса, дорогая Лила, у вас очень приятный голос и грамотная речь. Слушать одно удовольствие. Здоровья вам и мамочки. Спасибо большое. Располагаете к себе молодых? Ну, может быть. Лила, сейчас в данное время у меня интернет слабый, но обещаю его просмотреть. Хорошо, спасибо. Вы знаете, у меня тоже вообще не было интернета, практически все зависало, но скребя душой, все-таки я провела себе, ну не Wi-Fi, а ИТТ, что-то, я не знаю, короче, 4500 пришлось мне заплатить, потому что связи никакой не было. Ролик, который я загружала, например, если сегодня утром я загружу, он у меня до следующего утра только мог дойти до вас. Поэтому пришлось поднатужиться и провести себе его, чтобы общаться с вами. А вчера сын с Москвы мне звонит, ну что-то мы разговорились, и он мне говорит, ну что-то насчет этого канала Ютуба. Я говорю, ну, то ли я на старости лет что-то я сказала. Да ладно, мама, лишь бы ты у нас не плакала, не переживала. И, как говорится, говорит, чем бы дитя не тешилось. Так что я еще к тому, что как относятся ваши родственники. Нормально вообще. Заловки мои вообще рады даже всему этому. А так вроде бы родственники ничего не говорят. Пока, по крайней мере, не сказали, не знаю. Так, София, Лена, сколько у вас детей? У меня 5 детей, 2 дочки и 3 сына. У самих чеченцев называют по-разному хлеб, бепик, калар, а лепешки, хёком. Так что вот так. Ну да. Так, Лила Лярсон Халита. Видите, поняла я все-таки, на чеченском пишется. Диарясхал, спасибо. Мне бы, говорит, очень хотелось, чтобы у тебя было все хорошо. Ну, типа такого перевода. Да, да, Диарясхал. Я надеюсь, что у меня будет все хорошо. И у нас у всех пусть будет все хорошо у всех. Так, ассаламу алейкум, Лила, очень рада вас видеть, здоровья всех, благ вашей семье. Валикум ассалам. Спасибо вам большое. Всех благ всем, друзья. И знакомым, и незнакомым.
Это очень хорошо, что родные поддерживают. Да, мне по жизни действительно все очень хорошо поддерживают мои родные, близкие. И не Тима Венделятой, и, в принципе, и даже не родные, просто люди, которые ко мне относятся хорошо, и таких много. Шахида Будинградов, вы молодец, продолжайте расти в гору, здоровья вашей семье. Спасибо тебе тоже, Шахида, всех благ. Мило, это не значит, что вы разные, мы один народ. Ну да, я же и говорю, мы просто у нас небольшие различия, а так, конечно, мы один народ. Танкист. Салат бездельницы. Да, мы сейчас бездельницы. Так, шторм. Лейла, эфир в следующий раз проведи другой день, а то многие воскресенья на свадьбе. Да, молодцы, заловки поддерживают. Вообще эфир я буду проводить, скорее всего, девочки, наверное, часов 10 вечера, чтобы все были свободны. Это просто сегодня спонтанно, просто посмотреть, что получится, как получится, и смогу ли я этим делом управлять, пока не уехал мой внук. София, ты так, Лейла, а сама вдова, поэтому сочувствую. Я сама вдова, поэтому сочувствую. У меня 2 сына и 1 дочь. Терпения вам, удачи. Так, танкист, авиатор. Седик, Хейл, Хадяти. Хейл, Седик. Добрый вечер. Так, у меня очень много родственниц и родная сестра остались с маленькими детьми без мужа во время войны. Я видела, как им было тяжело. Ну, действительно тяжело, но этот человек, я не знаю, была она женщина или мужчина, который мне писал, что вот они не плакали. Как это потерять родного человека и не плакать? И как им не было трудно, я просто не понимаю этого. Не знаю. Так, София. Ротару, да, Беркатибол, Дизл, Диаресу. Спасибо. Так. Плакали, поплакали. Ну да, плакали, плачем, но тем не менее живем, работаем, трудимся, и они, и я. Жизнь продолжается, жить надо. Я же говорю, никто не умер от того, что умер кто-то. Жизнь продолжается просто. Шахида Будиевратах. Мои 2 бабушки вдовы, я знакома с этим. Вы молодец. Дай Аллах, всего хорошего. Спасибо. Так, ну какой еще как плакали, конечно. Какая тема сегодня на повестке дня? Давайте посплетничаем, девочки, танкисты-авиатор. Ну вот какую тему назовешь, на эту тему и будем сплетничать, давай. Сегодня так, пробные. А потом подумаем, о чем сплетничать, если я вам еще не надоела. Потому что когда у меня умерла, это была какая-то, ну, у меня умерла бабушка, но как-то бабушка не так сильно меня коснулась, ее смерть, ну, как не коснулась, но, как сказать, бабушка жила всегда отдельно, сама, с братом, и я как-то не так сильно почувствовала то, что бабушка умерла. Но из-за того, что вот после замужества не так же общаешься именно с бабушкой, с дальними родственниками, иногда ездишь, я имею в виду, почему как. Первая близкая смерть была смерть моей свекрови. И когда я поехала, ну, к своим уже после смерти моей свекрови к отцу, я сказала, ну, отцу, я говорю, вот, ну, мама умерла, свекровь я называла маму, у нас обычно называют маму, никогда по имени свекровь не называют, тоже наш обычай. Я ему сказала, ну и отцу сказала, мы же вот, мама умерла, и дочери смеются, и мы смеемся, ну не сразу на похоронах, ну вообще жизнь. Он мне говорит, так как Аллах сделал, чтобы мы и смеялись после смерти, и все, чтобы это забылось, чтобы, если бы Аллах так не поставил, то сердца людей бы, говорит, разорвались, если люди бы умерли из-за того, что потеря человека все-таки это страшная боль, а имею в виду к чему, что в действительности сегодня ты плачешь, но ты все равно уже по-другому, Аллах да и делает так, что ты забываешь, ну не забываешь, как облегчает твои страдания, что ты забываешь об этом немного и смеешься, и думаешь о другом. Эта жизнь такая, наверное, продолжается, поэтому. Такие всегда прямые эфиры всегда интересны, спасибо.
Так, София, София, да, доченьки у вас замужем, наверное. Мадина! Мадина! Шумят. Да, дочки замужем. А у вас родные братья и сестра родные есть? Да, у меня 2 родных брата и сестра. Дверь закрой. Дверь закрой. И не шумите. Так. Лена, рада вас видеть. Ирина Козылева. Спасибо. Просто в это время умирали каждый день молодежи, дети, женщины, старики, и плачь, слезы, и горе было каждый день, конечно. Ляна, Волгоград. Без меня вам никак. Точно. Вы не шумите, пожалуйста. Так, София, бывших видов, сейчас главное идти вперед. Да. Так, Макуха, да, ваш отец был прав, если бы так не было, люди от горя умерли. Вы просто знаете, тогда, вот я не могу вспомнить эту фразу. Отец, ну я сейчас просто от себя эти говорю, у него была такая фраза, четкая, сформулированная фраза, как он мне сказал об этом, но понятие, как я вам сейчас объяснила, но я все равно не могу объяснить так, как сказал мой отец. Но смысл был такой просто, в действительности. Давайте не будем грустно. Давайте, предлагаю о чем говорить. Будем веселым. Давайте веселым. Ляна, Лила, вы большая молодец, спасибо. Просто в действительности в моей жизни очень много грустного, конечно. Хотелось бы, чтобы и веселое было. Да, если у меня с правой стороны окно, поэтому лучше в эфир выходить ночью. Да, жаль, мне надо выходить из чата, Лила, да, футбол. Диария Солдая, я, наверное, сейчас тоже закрою это. Надо будет просто переставить в другое место, действительно, слишком большой свет оттуда идет, или затемнить, хотя там жалюзи на окне, но тем не менее, я знаю, что мне плохо видно. Ну, сегодня пробное все, так что простите меня. Так, танкист, Ляна, танкист за ущемление прав детей следует наказание. У меня сегодня заловки смеются. Они же смотрели меня, смотрят, и я же про свекровь рассказала, и одна горзоловка говорит, теперь держитесь, сейчас Лера будет дальше рассказывать о вас, ну, о заловках, о нас, вот лучше бы вам было с ней, были бы вы раньше с ней хорошие, то она бы вам про вас хорошее говорила, смейтесь меня сегодня. Я говорю, да вроде бы вы со мной хорошие были, я не могу сказать ничего плохого о вас. Так, девочки, всем вам здоровья и вашим близким. Макуха. Ну, вам тоже. Спасибо, что были в чате. Так. Конфистовиатор. Тема. Где победители конкурса? Вы знаете, я даже пропустила этот момент. Кто там победил, что там происходило. Своих же детей. У нас свадьба вот моей сестры, когда сын женится, не знаю, если ничего в это время не произойдет, он у меня танцор, племянник танцор в ансамбле Ингушетия. Там будет интересно, если честно, на свадьбе должно быть, по крайней мере, интересно, что будут и танцы, будет и музыка, и будет интересно. Даже мои заловки сегодня говорили, мы поедем с ночевкой к твоей сестре, чтобы было интересно. Я ночью живет. Ну все, наверное, друзья, уходим наш эфир, да? А сегодня, как вы думаете, мы уже час 40 минут с вами общаемся.
Может быть, завтра как-нибудь часов в 10 вечера, да? Мне кажется. Добрый, давайте поддержим эфир лайком. 31 человек только сидит, а лайков 57. Спасибо вам всем. Наверное, и нет уже. Да, в принципе, уже да. Уже надо и хозяйством заняться. А какое у вас национальное блюдо? Жижигоныш, как у чеченцев? Ну, в принципе, да. Рухалтом, соскрукодов, джапель. Это у нас практически с ними одинаково. И у чеченцев, и ингушей одно и то же. Ничего до самолета полчаса. Да. Что-то мои головки не приехали, наверное, не будут сегодня приезжать. Обещали, что приедут. А может и попозже приедут. Ай. А вообще после болезни, друзья, я долгое время не могла ходить на свадьбы, но вот на такие, где много людей собирается. А потихонечку потом стала привыкать. Ну все тогда, друзья, наверное, сегодня все. Спасибо вам, что вы были со мной сегодня, что поддержали, мне было очень приятно. И, наверное, к следующему эфиру вы что-то подготовите, чтобы меня спросить. А то я сама даже не знаю, что вам спрашивать, о чем говорить с вами. Я буду поздно тебя пройти, дети. Так, этого я не поняла. Сегодня летняя погода. Ладно. Девчонки, отписки закончились у вас? У меня сегодня отписывались, приписывались, отписывались. Опять подписывались. Хотя я за этим сама не наблюдаю, мне больше меня дочь раз позвонит меня, мама, у тебя столько отписок, а потом, мама, у тебя все-таки подписались. Больше меня следит за моими подписчиками. Далее, да, да. У меня сын, наверное, скоро все-таки уедет. Он собирался, они собирались в Ханты-Мансийск аж ехать. По-моему, там же живет Наташа с конкурса. Я с ней как-то пообщаемся, мы с ней же мы общались, и я говорю, куда ты едешь, какая стройка может быть, если там в октябре уже зима. Но сейчас что-то решили, по-моему, ехать в Саратов. Что можно было отписаться? Ну, наверное, можно. Сегодня вообще насчет того, что как родственники относятся. Было много и ну, молодежь в основном, конечно, дядь, я всегда лайк тебе ставлю, ну, дядь на нашем, тетя. Обычно, ну, женщина моего, ну, людям моего возраста, мужчин зовут Воти, женщин дяди. Там девочка, которая я спрашивала, может, родственницы нет, она просто уважение к старшим, говорят дяди, а мужчинам Воти. И поэтому вот, ой, дядя, я всегда лайки вам ставлю, и пацаны, и девчонки приходят, так просто. В Инстаграме ты знаешь, кто тебе лайк поставил, кто тебе что-то написал, кто подписался, а тут как-то вот вслепую, ты же не знаешь, кто тебе лайк ставит, кто тебе дизлайк ставит, кто тебе там подписался. Вот насчет этого мне просто бывает сложновато. Хорошо бы знать, кто подписан, кто ставит лайки. Так, Хадижа сказала, убей, если отпишусь. Она может, да, если Хадижа сказала, то, друзья, делайте, что она говорит, потому что Хадижа плохого не скажет. Ники, Ольга, счастья тебе, спасибо. Ну все, друзья.
На этом я хочу закончить. Спасибо вам всем. Я всем благодарна, всем рада. И извините, если что не так. Я надеюсь, все-таки, увидев меня в прямом эфире, вы не отпишетесь. Я не трусна, я боюсь. Но лучше тебе бояться, конечно. Ну все, друзья. До свидания. Спасибо вам большое. Всем здоровья, счастья. Я подписалась от Хадижи личность впереди. Да, София. Ротара. Спасибо. Наш Юрий ребята. Да, младший Волкневна. Я слушала всем, чтобы всеми вами был Аллах доволен. Спасибо большое. Спокойной ночи, наверное, уже вечер. Не пол-6. Представляете, сколько я посидела с вами? Почти 2 часа. Я пошла. Так, Мадина Лейла. Лейла Ахлинят, Лейла Дашуши пался где-то. Да, могу мяч пятелька. Визлышцы. Нандал, Машу, Волка. Я резку. Так, ну теперь надо перевести, наверное. Лейла Ахлинят. Ну, Лейла, ты трудно жила. У тебя золотые руки. Чтобы я была здорова, жила здорова и счастлива, получается, и чтобы, ну и маме здоровья. Вот перевод того, что я прочитала на английском. Так, София дал эхту бельха, мы тебя любим. Я резко дал эхту бельха, значит, так, перевод. Я уже не могу быстро сообразить, как перевести. Ну, благополучие, типа, да, мы тебя любим. Было приятно с вами. Пока. Спасибо, Ирина Ким. Так, Лидия Бережная, с большим удовольствием слушала вас. Спасибо и всего хорошего. Спасибо вам тоже, Лидия. Мне приятно, что, в принципе, я вас не разочаровала, получается. Спасибо вам, девочки, всем, девочки, если кто и мальчики. Ну все, наверное, закрою. Да, я даже не знаю, как, если честно, открыть. Ждем следующего эфира. Но если даст Аллах, то завтра в 10 вечера я постараюсь снова выйти в эфир, если соображу. Мы еще попытку сделаем с внуком. Но если не будет получаться, то вызову снова внука. Нина Козлева, всем всего хорошего. Вам тоже. Если что, друзья, действительно, если подготовьте, чтобы вы хотели от меня услышать, чтобы я вам рассказала. Будем ждать эфира, хорошо. Теперь я сама буду ждать с нетерпением эфира. Мне что-то понравилось. Хоть и не любила сниматься, и, в принципе, зарекала, что не буду себя снимать. Но что-то втянулось на старости лет еще. Конечно. Помидоры будем закрывать на зиму. Да, будем. Но помидоры у меня так, не очень сложный рецепт. Но еще один. Там у меня есть несколько рецептов, посмотрим. Должны и помидоры закрывать, и икру кабачковую делать. Ой, да, кабачковую. Баклажанную я не люблю, если честно. И аджику надо, и абхазскую аджику надо, и такую аджику надо. И лечо надо делать. Закрутки еще только впереди. Сезон, как я сказала, только начался. Ну, не знаю, в этом году, если сыновья не будут дома, все много делать, конечно, не буду, так понемногу сделаю. У меня еще заказы, мне еще сегодня там заказали, не знаю, буду ли я их делать или нет.
заказали из свеклы салат. Ну все, друзья, спокойной ночи вам. Спасибо вам за общение. И еще раз извините, если что я не так сказала или не знаю. За весь мой сумбур, извините.